Описывая оккупированный Китаем Восточный Туркестан как один из самых тяжелых полицейских территорий в мире, уйгурский правозащитный проект опубликовал доклад, в котором описываются различные полицейские силы, используемые для совершения зверских преступлений против мусульманских тюркских народов. Базирующийся в Вашингтоне уйгурский проект по правам человека опубликовал в среду исследование под названием «Полицейская деятельность в Восточном Туркестане. Картирование полиции и сил безопасности в уйгурском регионе». Поскольку полицейские являются одними из основных действующих лиц в осуществлении геноцида уйгуров в результате политики Коммунистической партии Китая, группа заявила, что чувствует необходимость изучения, как именно они были организованы. В то время, когда мировое сообщество обвиняет китайскую индустрию трансплантации органов и извлечения внутренних органов у живых людей, представитель Коммунистической партии Китая по трансплантации Хуан Цзефу предположил на форуме «Один пояс, один путь» в Наньине, Гуанси 9 декабря, что китайская технология трансплантации органов будет экспортироваться в большее количество стран вдоль одного пояса, одного пути, согласно сообщению на демократическом веб-сайте «Великая эра». Это вызвало подозрения в международном сообществе настолько, что большое количество свидетельств и заявлений живых свидетелей, появившихся в последние десятилетия, указывает на то, что бесчеловечный коммунистический режим Китая незаконно, насильственно извлекал органы бесчисленного количества политических заключенных и узников совести, в том числе уйгуров и тибетцев в концентрационных лагерях, практикующих фалунь-гунь в Китае, и особенно органы, извлеченные из уйгуров, продававшиеся исламским странам с пометкой «халяльный орган». Восточный Туркестан показывает, что для трансплантации органов в некоторых аэропортах страны создан специальный зеленый коридор. Впервые высокопоставленная фигура кардинальского уровня была приговорена к тюремному заключению по историческому делу о коррупции в Ватикане. Бывший кардинал Анджело Бичио, который также служил советником главы Ватикана Папы Римского Франциска, был признан виновным в растрате и приговорен к 5,5 годам тюремного заключения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в последние месяцы усилил наступление на Палестину, заявил, что не отступит. Также британский законодатель Клаудия Уэбб уже несколько месяцев принимает меры против продолжающегося насилия в Израиле. В Великобритании независимый депутат Клаудия Уэбб подала жалобу в Международный уголовный суд с призывом к расследованию и судебному преследованию военных преступлений Израиля в Газе. Таинственная эпидемия, захватившая Китай в плен, стала страшной, и в легких детей стали образовываться поражения. Китай, заразивший мир коронавирусом, унесшим жизни более 6 миллионов человек, уже несколько дней пытается справиться с загадочной эпидемией. Заявив, что в новой эпидемии, из-за которой больницы переполнены и распространились на европейские страны, есть то, чего опасаются, эксперты объявили, что загадочная болезнь, которая особенно поражает детей, устойчива к антибиотикам, и в легких малышей начинают образовываться поражения из-за того, что лекарства не работают.